Калмыцкая знать в объективе Татьяна Милованова. Авторский проект заслуженного деятеля искусств Республики Калмыкия, художественного руководителя театра костюма и пластики, представлен в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовано в рамках соглашения о сотрудничестве в области образования, культуры и туризма, подписанного губернатором Санкт-Петербурга и главой Республики Калмыкия. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Данная фотовыставка в прошлом году уже была представлена в выставочных залах Национального музея Калмыкии имени Пальмова, Московского дома национальностей и Государственной думы Российской Федерации. Все начиналось с разработки новой коллекции костюмов для театра. Автор признается, что именно в момент создания коллекции через костюмы происходило погружение в исторический материал разных сословий калмыков. На фотографиях запечатлены сценические театрализованные миниатюры. Татьяна Милованова особо подчеркивает идею проекта. Жизнь калмыков – это не только тяжелый быт, героика, но и прекрасное интеллектуальное прошлое. Вот мы не можем сказать, что эта тема находится под запретом. Мы не можем сказать об этом. Но мы и не можем сказать, что она известна широкой публике, она обсуждается где-то, она хорошо прям известна нам, нельзя сказать. Но я думаю, что визуальный ряд, фотографии, фотокартины, они дают, наверное, и дадут другим творческим людям какую-то новую идею, загоряться другой идеей, что-то еще, что-то подходить. Но, в принципе, эта тема получит огласку на более массовом таком уровне. Фотоработы выставлены в двух залах штаб-квартиры Русского географического общества Санкт-Петербурга. Дополнительно представлены материалы из фондов Русского императорского географического общества о первой экспедиции в Калмыкию в 1854 году. Когда мы думали сначала, что это будет сначала только фотовыставка, потом мы присоединили те эскизы, рисунки, которые мы нашли в научном архиве Русского географического общества. И тогда я поняла, что это получится такое глубинное преподнесение знаний, которые есть у нас, которые сохранили вы и пропагандируете сейчас и распространяете о культуре, традициях калмыцкого народа. Конечно, это получилось очень интересно, потому что мы даем материалы из архива, это рисунки, этнографические рисунки, фотографии, плюс у нас есть копии, которые вы преподнесли нам любезно потомков, которые живут в Москве и во Франции, и плюс вот эта вот современная интерпретация, переработка вот этого глубокого культурологического слоя, который выплеснулось вот в этой замечательной модной коллекции. Торжественное открытие выставки включало в себя научную конференцию, в которой приняли участие потомки калмыцких князей, ученые-востоковеды Санкт-Петербургского государственного университета, историки Российского этнографического музея. Калмыкию представлял главный редактор газеты «Хальмыкүн», кандидат филологических наук Евгений Бембеев. Показ тематических коллекций театра костюма и пластики эффектно дополнил экспозицию, вызвав большой интерес у присутствующих. Я поражен. Если честно, я совершенно не ожидал вот такого прекрасного мероприятия, такого вечера. Я восхищен Татьяной Алексеевной Миловановой. Она очень творческий человек. Калмыкия просто должна ей гордиться. Прекрасные фотографии, прекрасный художник и человек, который организовал вот такое вот движение. Оно просто удивительно. Я покорен. В фотопроекте отображены интересные значимые события, эпизоды из жизни кочевых калмыков XIX – начала XX веков и служат прекрасным поводом для обсуждения и знакомства с историями, связавшими наши народы. Он дает импульс к изучению, популяризации и ретрансляции традиций и культуры калмыцкого народа. Выставка продлится до конца июня. Проект осуществляется при поддержке Национального музея Калмыкии имени Пальмова, инфоплатформы Санкт-Петербургского отделения «Зов земли». Цаган Мукевина, Эльвик Якшаев, День Республики.